снимать. Так, да? Связь более-менее. Так, надо мне камерой не дергать. Короче. Ох. Короче, улица Кирова, кто не знает. Там он бизнес-центр. Вот эти вот, да. Так, это тут такая канал какой-то. Сейчас его замерз он у нас, естественно. Температура сегодня 30 было утром. А сейчас я чувствую потеплело. Сейчас я заходил вот в Хатуаз, тут магазин, и тут ДНС цифровой там что-то снимал. Интересные цены. Короче, смотрите видео. А там почта еще есть. Сейчас мы с вами походим. Пока никого нету. Все люди дать. Ну, сегодня у нас какой день-то? Вторник, да? Вторник. Поэтому люди многие. Что люди многие делают? Что-то делают люди. Ой. На работе люди. Перебираемся вот посюда. Интересно, а где же люди, а? Как нам тут заскочить, а? Думаю, блин, какими путями мне приходится рискованно идти. Смотрите, тут какое расстояние. Я тут не улечу, а? Слушайте, вместе с телефоном. Это скользкая эта штука. Теплотрасс мне тут пройти. Что только не будешь делать, чтобы вот экстрим всякий. Ой, блин, ё-моё, чуть не улетел, чуть не скатился, она скользкая. Представляете, такая круглая. Очень опасно на ней стоять. Можно улететь. Так, лачочек один. Спасибо. Надеюсь, меня слышно и видно. Извините, что так снимаю вертикально, но по-другому не могу. Мне надо его телефон согревать. Сегодня у нас минус 30, ну сейчас 25 стало. И мы с вами гуляем по вечернему Якутску. Время сейчас у нас 6 час. Поэтому немножко погулям, посмотрим, сколько комфорта, какая погода, сколько снега. Вот, кстати, снежок-то у нас. Видали, да? Снежок. Вот здесь памятник. Я вот не раз его снимал, но сниму памятник про старину. Это муж и жена. Одна сатана, да? И вот у них дитё родилось. Такой вот памятник здесь. Здесь сверху вот такое кольцо. Вот. Это улица Кирова. Смотрите, какая движуха. Это улица Пояркова. Вот в той стороне там автовокзал и бассейн Чалбун. Так. Разворачиваемся. Со стрим, короче, вообще не знаю. Извините за дрожащую картинку, потому что с телефона непосредственно. А во время стрима стабилизация отсутствует, не включается. Поэтому приходится вот вам испытывать такие неприятные вещи. Пытался экшн-камеру подключить. Но какой-то глюк, короче. Она, в общем, подключается, но когда в YouTube пытаешься трансляцию сделать, нифига, почему-то разрывается. Я так и не понял, что за глюк. Ладно, туда давайте перейдем на эту сторону. Так, давайте-ка я перчатку одену. На руку себе. Перчатку. Так, все, пошли. — 12 секунд осталось. Наверное, там ничего. Вам видно, надеюсь, нормально, да?
Так, а как мне перчатки? Рука занята. Рука занята, перчатки тугие, налазят плохо. Ладно, сейчас как-то его пытаюсь напялить. Цирк. Цирк того, там что-то зажгли, какую-то композицию даже рядом. А здесь вот памятник такой. Видно, да? А вот эти вот еще светящиеся стоимости с прошлого года. Ну, пандемия, цирк-то толком, наверное, и не работал из-за этой фигни всей, поэтому особо, видать, денег нету им что-то новое устанавливать. Сейчас, да, сейчас такие времена фиговые, фиговые из-за этой заразы из-за этой. Сейчас немножко вас поколышет. Надо подтянуть перчатки. Открою. Так, вот он. Цирк. Хотя там что-то горит внутри. Может, там он и работает. Я даже не знаю. Хотя обычно вот на Новый год, новогодние вот эти вот праздники, каникулы детские, представления были все время. Сейчас я не знаю. Может, по QR-коду как-то сделают возможным доступ. Так, один смотрит. Извините, что я вот комментарии я не могу, потому что я в перчатках. Сейчас, вот, видите, не в перчатке. Но на одной руке, что на другой. Так, здесь все такое. Вывески какие-то. Могу разобрать. Пишу, волшебная лампа. Вот есть телефоны. Короче, смотрите сами. И вот это вот. Мы время вместе. 20 ноября 10 лет. Это всему цирку, что ли? Так, и вот с этой стороны есть... Ой, не вывеска, часы температуры. Сейчас мы посмотрим, какая температура на этих часах. Сейчас я... О, блин, часы замерзли, все. Капец часами. Даже, видать, денег нету на ремонт часов. Ну да. Они, по-моему, с прошлой зимы или позднее, я не буду врать. Вот таким вот образом. Два лачочка, шикарно. Давайте подключайтесь. Специально для любителей холода. Прямой эфир. В мороз. Нам в Якутск можете виртуально сделать путешествие. Идем по улице Пояркова. Такая улица. У нас снег тут шикарный. Классно вот так вот лежит. Хрустит под ногами. Тут, конечно, машин куча целая. Вот смотрите, сколько транспортных средств у нас. Ужас. Ужас. Так, это что какая-то улица? На район-то большой стал. Много многоэтажных домов построили. Поэтому много населения проживает, людей. А раньше здесь были деревяшки одни. Частный сектор, деревяшки. Скиф. Вот здесь стоматологическая клиника. Вот здесь, пожалуйста. Витасенс. Светильник. Я сюда, кстати, ни разу не заходил. Вот. Которые греются. Вот, видите, труба сзади выведена. Трубка. Выхлопные газы выходят. Она стоит, потихоньку работает. И таким образом греется машина. Не замерзает. У нас заморозить машину, это вообще, я не знаю. Это тяжелая ситуация, конечно, будет тогда. Тяжелая ситуация. Какие-то тут. Я тут никогда в них не заходил. Яхонт какой-то. Яхонт.
Мапевой центр косметики. Ой, ё-моё. Это не придумают. Аптеки. Так, с этой стороны Travel кофе. Едут домой, по домам идут. Ну а нам надо зайти в какой-то дом, иначе я не смогу с Крымчанской дальше продолжать. Где телефон вырубится. Таким образом. То есть это мы пройдем там метров 500 и надо заходить куда-то греться. И причем это еще не самые морозы жуткие. То есть у нас еще минус 50 нету. Я говорю, минус 25-30 это в принципе считается тепло. Да, все так и говорят, что ну, 30 градусов, ну тепло еще же, вы что? Вот так вот все говорят. Ну, люди с 50, а прошлую зиму даже было холоднее. Так, зайдемте туда. Тут, кстати, тоже какой-то, что это там такое? Тоже какие-то лестницы куда. Магазин под названием, куча машин здесь, где продают мясо. Где продают мясо. Так, а что там? Надеюсь, не ПР к входу вход. Надеюсь, он не такой большой, что не надо вход. Здесь. Вот здесь. Гречка почему-то 19 рублей. 73.
А, это мандарины? Они сладкие? 250 огурец, баклажаны, кабачок 200. Там где у нас жирный тендер на вкусе завтра принести. Так, а материя уже подходит для... Вот только дети дают, покупают книжки, сколько. Вот кто-то, я знаю, читает еще. Ну, как раз руководство. Да, популярная книга. А это вот эти вот шарики. Это шарики, девочка, пришли. Вот это вот прикольно, да? Ну, все. Ой, 4 человека смотрят. Извиняюсь за качество. Сразу извиняюсь. По-другому не удается снимать. Пробовал экшн-камеру, которая без тряски, но там какой-то глюк у нее. Когда все подключается она, но когда трансляцию на YouTube начинаешь делать, короче, связь почему-то Wi-Fi пропадает и все, кирдык. Я так и не понял. Ну, надо будет мне еще бить. Может, что-нибудь там что сделать. Подумаю, ага. Может быть, где-то кто-то уже с этой проблемой сталкивался. В принципе, фирма-то нормальная, не должна всякое делать. Так. Там пишите что-нибудь, я вас увижу. Я не могу, у меня, видите, рукавицы на руках. Я вот по экрану, когда нажимаю, он ничего не реагирует. Мне надо палец прорезать. Комментарии поэтому не могу вызвать. Они скрываются. Ух, движуха какая, смотрите. Дали, да? 5 секунд осталось. Да. Там обувь итальянская напротив здания нужна. Я вот не пойму, нафиг она нужна, это итальянская обувь зимой. Только в театр ходить, если. Ну, так, в театр я смотрю, многие вон так ходят.
не запариваются куда-то на какой-нибудь вечер, только если в клуб или там пригласят на какую-нибудь свадьбу, юбилей, еще куда-нибудь. Только туда. А может, кто работает, вообще-то в министерстве же люди работают. В всяких министерствах. Туфли нужны итальянские зимой. А по улице-то не походишь. Но если, конечно, машина есть. О, на следующей неделе будет минус 38. Ага. Видите, я прочитаю. Я не могу, у меня перчатки, я не могу экран нажимать. Хорошо, вот стрим пока идет, ага, телефон не замерзает. Перчатки. По экрану вожу, никого нету. Поэтому, когда кто-то что-то пишет, я вижу комментарии, они всплывают. А так их не видно нифига. Уже экстремально. В прошлом году стримил, минус 50 градусов на улице было. Сами попробуйте, походите и поснимайте что-нибудь. Я даже ходил, у меня стримы были по 2 часа. Представляете, 1,5-2 часа я даже, по-моему. Не с улицы, шел где-то. И вот снимал все это дело. Италика. Обувной центр. Ё-моё. Так, здесь тоже какие-то у нас. Что-то такое больше-меньше. Алко-дискаунтер. Алко-дискаунтер. Вот. Ох, смотрите, какой снежок со снежком. Сейчас ходить. Кто хочет по снегу, вот на санках кататься, вот к нам, пожалуйста. Можно, вот, смотрите, сколько здесь снега у нас. Можно это сделать больше-меньше. Алко у дома, алко-диск. А сейчас супер. Тут даже бар какой-то. Супербар. Супербар. Так, куда мне зайти погреться-то? Сюда вот зайти погреться. Я заодно почитаю что-нибудь. До 20 часов работает. А что, он закрыт? Он закрыт. Ё-моё, не работает. Блин. Я так окочурюсь здесь. Мне до ближайшего, это надо вон до туда идти. Вон там дорогу переходить. Улица Курашова, пожалуйста. Курашова, такая вот движуха. О, 55 на остановке. А дуреть можно. Там церковь у нас, вот, католический храм Христа Солнце Правды. Такое хитрое название. Я сначала первый раз, когда я не понял, что за название такое. О, 30 секунд осталось. Так, на движение просто бешеное. Да-да-да, еще маленькое, Новый год. Еще минус 38. Да, похолодание идет. Похолодание. Ну, хоть мерзлоту подморозит. А то у нас мерзлота оттаивает, ё-моё. Тут все толще, вернее, этот слой, который оттаивает каждым годом становится. Ну, вы сами понимаете, глобальное потепление — это проблема всего мира. Так, не только люди, можете наблюдать, ходят. Вот, храм там вдалеке. Кстати, вот вы все, наверное, знаете, что Якутия как бы в отдалении находится. Еще с царских она была тюрьмой без решеток. Якутия, тюрьма без решеток. То есть сюда ссылали всяких ссылку. В том числе, вот смотрите, здесь вот такой мемориал есть. Так, что со звуком пропадает? Я не знаю. Ну, извините, я вот пытаюсь идти. Здесь мемориал. Мемориал — это вот сосланным сюда полякам в Якутии. Вы сами понимаете, да, Якутия тюрьма без решеток. Раньше ссылалось людей, которые строили дорогу. Дорогу строили они там на севере. Север на костях построено. Так, вот читаю. Массовые репрессии 20-го
века, а также выдающиеся исследователи якутской земли, памяти поляков, жертв 17-19 веков. То есть их в царское время, получается, ссылали сюда. Вот даже надпись, смотрите, тут герб. Это Польша же, да? Польская республика. И вот по-польски написано. Языком так. И вот эти люди, поляки, Ян Черский, Черский поселок такой есть, 1845-1892 год. Поселок. Так, вот это у нас Александр Чекановский, 1833-1870 год, геолог, географ, тоже поляк. Так, дальше. Вацлав Серошевский. Вот он, кстати, книгу написал исследовательскую про народы здешние. 1858-1945. Вот, исследователь. И Эльдвар Пекарский. 1858-1934 год. Да, Черский поселок такой есть. Пекарский, короче. 1934 год. Языковед, этнограф, автор словаря якутского языка. Вот представляете, поляки писали значит, словарь якутского языка. Так, ладно, выходим отсюда. Так, Черский. Да, блин, тут, смотрите, как фигово идти-то. Дорожку нифига не чистят. О, и вот этот мемориал полякам находится вот рядом вот с костелом, католический костел. Там, кстати, орган находится. Орган. Ну, такой маленький орган, конечно, смешной. Как бы так, вот по сравнению. Видел, да? Где-то там, когда сидишь, он сзади играет. Ну, все равно есть это. Периодически органисты приезжают, какие-то заезжие, и играют. В общем, их приглашают. У нас есть филармония, которая приглашает органистов. Тут как бы своих-то нету, я так понял, да? Штатных. Ну, получается. Так, вот здесь вот школа, лицей, или как она называется, в новом стиле такая, типа корабль построена. По-моему, школа это, да. Угу. Ой, сейчас вот такие... Я сегодня утром шел в темноте, а у нас темно. Днем только светает более-менее. Такие вот бугры. Идешь и бугры. Сейчас вон там более явно видно. Машина, когда едет, освещает, видно. А так плохо. Вот сейчас подсветочкой видно, да? Вот так в таких буграх. Такие какие-то острые они еще. И идти-то неудобно по ним. Нога слазит. Съезжает с бугра. Естественно, скользкие. Машин сколько. Это что тут такое творится? Стоянка. Это школьников. Приехали родители забирать школьников. Представляете, на машинах. Ну, тут хорошая школа вот эта вот. Вон у них там даже, смотрите, сюда многие хотят своих детишек устроить. Вон у них там видно, да? Оформление такое оригинальное. Вот так вот. Ладненько, идем. Поэтому некоторые детей возят откуда-то издалека на машинах, естественно. Это надо отвезти, привезти. Сейчас у нас, кстати, стала очная форма обучения в школах. Поэтому вы видите, какие бугры жуткие просто. По дорогу в таких из пещрениях. Там надо зайти. О, далее тепло туда выходит. Бюргер авто для машин. Вот тут перекусить можно где-то. Вход. И вот так вот эти печки пыхтят. Представляете, да? Холод. Печки тепло выдают. Так, это улица Пояркова. Вот тут Базилик какой-то магазин или что-то, я не знаю, кафе Базилик.
вечера в Якутске. Температура под минус 30. Так, а здесь вот цветочки продают, салон красоты. Так, я вас заранее в любой момент. Так, а где тут зайти погреться-то? Беркут, это пиво. Вот здесь вот что-то было. Здесь вот что-то было. А он закрыт, фиш-бир. А не открыт он почему-то, а он вот строгого маска. Грамм 130 рублей северная книга. Тамбура нету. Нужно было в тамбуре бы постоять вот в этом погреться. А? Ну ладно, нам надо, короче, дойти еще до какой-то точки. Там побольше я постою. Говорят, аккумулятора как бы нету, есть, но минусовая температура, минус вот эти 30 градусов, морозить телефон, и он просто вырубится. А в один момент и все. Я даже вам ни пока, ни прощай, ничего не скажу. Так, Бюргер Хит. Работает пит-стоп. Какой-то пит-стоп. Пит-стоп. И школьники идут со школы, видно. Бюргер. Бюргер. Что-то немецкое какое-то название Бюргер. Вы можете сделать вынос. Здравствуйте. Это только на заказ, да? А, можно пройти, да? А вот. А, в пакет? Понятно. То есть там. А долго вы готовите здесь? А, смотря что. Ну, минут 5, да? Да, минут 5-7. Ага. Всякие гамбургеры. Снеки, соусы, напитки горячие. Комбо хит. Так, выгодные пары. Давать биг чизбургера 430 рублей. Вот такие цены. Два роял чизбургера 370 рублей. Это я почитаю, что ли? Сейчас. А минус плюс и плюс 17 у меня ха-ха-ха, да, у нас минус 30. 10-20. Красота. Вы только проснулись. Изображение висит, звук тормозит. Ну, может быть, может быть. С улицы холодно. Сейчас вот зашел тут. Очень холодно на улице. Да, прохладно. Еще не так холодно, но прохладно уже по 30 градусов. Вчера смотрел твое видео. Супер, огромное спасибо за такое видео. Спасибо. Еще маленько. Месяца ровно осталось. На следующей неделе будет минус 38. Да. Да. Похолодало, да. Класс, настоящая зима. Привет мне, пожалуйста, профиль. Ага, привет. Федора Попова, улица. Добрый вечер. Ну, привет. Ладно, давайте уходим отсюда. Я погрелся, короче, цены. Тут на хот-доги, всякие чизбургеры, гамбургеры можно. Даже дать мне такой кулик. О, тут хорошо, теплее стоять, а, слушайте. Как хорошо тепло-то когда, а? О, детишки тут прямо, смотрите, наши детишки сидят на улице и слушают что-то. Обалдеть.
Минус 30. Цветочки. Цветочки, цветочки. Вот в горшках надо цветы. Вот, смотрите, они прямо на улице сидят и кушают. Видно вам там, видно? Видали, да? Со школы. Вот такие якутские дети. Но это еще не предел, еще тепло. Еще вот потом, когда в декабре, январе морозик-то ударит, тут тоже какой-то магазинчик есть. Здесь продукты. Видно, только маска. Ладно, не буду сюда выходить. Я пока согрелся, короче, попробовать дойти до магазина Поярков. Там интересно. Там можно будет что-то снимать тоже. Вот эта улица у нас Лермонтова. Фу, какая Лермонтова? Что это? Петра Алексеева, вот это вот. И улица Пояркова, перекресток очень интенсивный здесь. Так, ладненько. 30 секунд осталось мне. Лежали движуха, 6 вечера. Транспорт, 3 ряда шурует. Туда, сюда, обратно. Где он? Полно. Вот эти машины сюда поворачивают, все туда поворачивают. 5 секунд осталось. 4 секунды. 2, 1. Старт. И еще сопровождение звуковое. Еще звуковое сопровождение даже. Понимаете, что в такой холод невозможно вот этот стабилизатор применить. 24, вот такой срочки комиссионный. А мы сможем вот посюда вообще пойти? А посюда еще не ходил, тут тропинка вот такая вот есть. Сейчас до Поярков дойдем, там большой продуктовый. И я туда зайду, там погреемся с вами. Погреемся. Телефон главное у меня. Люди-то, как говорится, холод терпят, а вот техника, вот это наши новые гаджеты, они вообще мороз не переносят. Люди не переносят, а техника не переносит. Замерзает, отрубается и все. И ничего ты не сделаешь. И причем вот технику надо держать где-то рядом с телом. То есть если вот даже в кармане зимой телефон, он замерзает там, в боковом кармане. И все. А телефон замерз, ты его должен оттаивать, куда-то заходить. Пока он там включится, то все, понимаете, да? Целое дело. А если нет возможности никуда зайти, хорошо вы по городу выходите, а где-то вот на окраине там, допустим, нету, без связи все. Обрубило у вас все. Так что природа, стихия, это вам не хухры-мухры. Так вот, магазин Поярков. Здесь у них о, видно, да, Поярков. Первый проходит открыватель земель для России. Смотрите, прикольно тут, да? Все так. Дорого-богато. Дорого-богато. И вот так вот. Сейчас сюда заходим. Смотрите, как здесь. Тут лампочки стоят, светятся, и все деревья в этих гирляндах. Вот. Не жалеют. Кофе с собой. 24 часа он работает. Васильев, ИП Васильев, Ганза. Что тут еще есть? Касса, деньги. Зоомагазин, кот, пес. Во. Еще тут. Так, что кто написал? Сейчас видны все сообщения. Привет, Тимас. Техникой сложнее, в мороз снежно и холодно. Ага, привет, дневник коренного крымчанина. Вот минус 30. О, блин, у меня этот... Привет. Привет, привет. Алушта, привет. Вот вам решил походить, поснимать.
Вечера у нас 6 вечера. Температура под минус. Ждем холодов под минус 40, под минус 38. Так что пока возможно, вот я хожу, немножко постримливаю. Сейчас хочу зайти вот здесь погреться. Заодно удалю там эти. Опять спам-бот начал какую-то чушь рассылать. Так, ну его сейчас удалю. Вот, прям здесь. Плюс 8 у нас 12. Да, 6 часов разница. Здесь магазинчик, я сюда зашел, своя здесь вот куча всяких разных банкоматов. И, соответственно, можно нос, руки. Техника главное, что отойдет так, как вот заблокировать. Времени исключить, заблокировать пользователя. Вот. Я его удалил. Это он от лица. Так, ну что, давайте. Тут можно только руки положить. Смотрите, когда у вас руки замерзают, вот так приходите, тут руки оттаиваете. Так. Ну, сейчас еще морозы, в принципе, терпим. И когда от минус 50 будет, тогда уже. Ну, немножко тут я. Тогда иди сюда. Так, здесь газы, всякая химия, птичка, она у меня. Птичка вот так вот выглядит. Всякое лекарство. Что хотите. Так, интересно, давайте. Да, куда-нибудь. Забыл зайти в продукты. Пока что у нас. Так, картошка 94 рубля килограмм. Ё-моё. А лук репчатый 56. Тут лук дешевле. Вот смотрите, ялтинский лук что ли продают. Лук красный крымский, смотрите, 502 рубля. 502 рубля. Дали, да? Лук красный крымский, 502 рубля. Постирывается. Вот так вот. Видали, да? Бананы 170 рублей. Хурьма 238. Помидоры, томаты свежие 406 рублей. Огурчики 300. Так, вот что, томаты 350. Вот столько такие разные. Это заморозочка у нас. Обычное дело. Вот бедро говяжье 948 рублей стоит. Мясо говядина, ребро 513. Так, мясо говядина, мякоть высший сорт 663 рубля. Это что такое? Это баранина. Ну да, нормально так. За кусочек отдать там рублей. Сейчас в порядке вещей. Ну, даже тут какие-то, это что, морские гребешки? Или креветки это какие-то, креветки. Вообще цены нету что-то. Не вижу цены. Так, почем масло, растительное масло, вот это вот, самый гол, 171 рубль. Так, а вот это Краснодар, 138 самое дешевое. Пельмени, это все так, молоко почем у нас в этом магазине? 80 рублей, 3,2%. Мамуня какая-то. Ну, 100 рублей даже. Молоко, большая кружка. 100 рублей литр. А вот подешевле рублей. Простоквашино 2,5. О, сосисочки. Почем сосисочки? За 100, цена за 100 грамм. 500, короче, 52 рубля за 100 грамм. И можно за 261 рубль. Ну и тут так далее. Примерное представление. Все.
имеется, там он готовый тоже. Копчение 40 рублей, 60 рублей, 45 рублей, 51 рубль. Фунчозы сколько? На 32 рубля стоит. Фунчозы. А это салаточка. А у вас есть вот это, как корейский салат? А вот это вот? А, ну тут написано, что салат из кальмара есть, просто морковка. А нету, да, только с этими кальмарами. Ну поэтому и дорогой. Ну какие тут. Пончик 51 рубль. 64 рубля. Что-то вообще богемное. Сыр Тет Демуан 460. Ну, вообще-то 197 рублей. Это колбасное дело, зернистое, 190 рублей. Ого. 4870 рублей. Кусочек. Килограмм 4000 рублей. Увлек эфиром, что проморгало, да? Ну, короче, там какой-то вот здесь идущий магазин с дорогущими ценами вообще. Стоят. Что-то покупают. Ну, конец рабочего дня, что-то. Здесь токи всякие. Сколько? 150 рублей банка, вот это вот. Вон там какая-то. Короче, ладно, я выхожу. Короче, сливки белорусские 148 рублей. Тут, видать, связь плохая. Почему у нас рублей шоколадка? Вот такая, 80 рублей. А такие по 146. Да. Бабаевская 163. Сделал, почитаю. Нехороший. Заблокировать, да? Как они проникают, а? Вообще я офигею от таких. Почему вошел сам я родом с Олекнинска, приехал в Якутск, здесь сразу же понравилось. Ну, отлично. Ну, с Олекнинска в Якутске, конечно, понравится. Да. Однозначно. Подготовка к Новому году идет полным. Деревья во всей красе уже у нас в Олекнинске до минус 49, и то холодно. Ничего себе у вас, обалдеть просто. Короче, зима, да. Как магазин, погрели, сейчас дальше пойдем. Я сейчас надену перчатку себе на руку. На руку надену перчатку. Вот, я вас пока сюда. Перчатку надевать. А да, вообще варежки какие-то. Ну и все, выходим отсюда. Посмотрели примерные цены. Не надо снимать, там И выходим. Вот кто-то хочет раздеться на улицу. Так. Нет, не снимать. Вот куда ложить. Так, вышли. Смотрите, тут еще какая красота-то у нас. Ох, потихоньку пойти. Ладно. Сейчас немножко еще постримим. Орнамент висит. Улица Пояркова. Первопроходец, первооткрыватель Якутии. Вот
Он Поярков, короче, когда-то давным-давно, здесь вот он на реке Лень, до сюда, короче, до Якутска дошел, Поярков. Здесь база была, короче. И потом они пошли на Амур. Река Амур — это Амурская область. До туда дошли, короче. Короче, целый поход у них был. Ну, была задача такая у царя вот эти места разведать, и поэтому он послал казаков вот на Дальний Восток. Дальний Восток. И вот потихоньку они так Тобольск, Иркутск, Якутск, Алекны, вот, тоже старые, ага. Вот они столбили места, и там остроги разбивали, и, соответственно, поселения. Крепость строили, соответственно, люди жили. Репортажик, но небольшой ролик там есть на канале. Я снимал старый город у нас. Ну, вот историческую часть, это непосредственно Залог, где жили бояре и служивые люди. То есть им отдельно, как бы, воевода, который здесь управлял, выделил места за залогом. Лог — это озеро, которое значит, затапливало. Ну, там весной затапливалось и осенью затапливалось. А так оно было сухое. Типа из-за этим бояре, служивые люди, вот там даже ссылали графьев. Графья там жили, представляете? С Москвы, которые были в неповиновении у царя за какие-то там... Он, царь, их сюда ссылал к нам в Якутии. Ну, сами понимаете, тюрьма без решеток. Ой, это что такое, термометр или что это там такое? А нет, это просто полиция, я вижу. Думаю, градусник типа. Вот такая кнопка, и смотрите. Экстренная помощь. Полиция, может. Тут, кстати, Рио. Вот такой вот. Рио. Тут у нас, ну, это этот торговый центр. Что бы вы думали? Конечно, торговый центр. Как кругом торговый центр. А все, денег не хватает, чтобы поторговать. Только хорошо, что они есть, что можно зайти просто погреться. Ну, вот эта улица Поярка, вот она вот так вот украшена. Смотрите, как вот такими. И тут у нас елочки. И вот они вот таким орнаментом украшены. Что-то он наполовину только светит местами. Странно почему. И вот здесь вот этот дом. У вас небоскреб. Видали, какая красота? Как в Дубае. Вот это вот светящаяся стрела. Угу. Вот движуха интенсивная. Здесь. Вот он, видно его. Рио. Де-Жанейро, в Якутске. Кусочек тепла. А вот елочка, смотрите, какая шикарная елочка. Такая широкая, такое ощущение, что верхушку отпилили, а она потом подросла, что ли. Ну, вот, можно и елки не покупать, пожалуйста, нарядили, если рядом с домом посадить. Но сейчас, к сожалению, не синтетические елки ставят. И все. И все готово уже. Так, выходим на дом быта. Вот впереди такое большое здание. Ну, сейчас тоже торговый центр. Это торговый центр. Вот здесь вот, ну, это жилой дом такой. Недавно построили. Смотрите, какое стекло и бетон. Ох, еще даже бетоновозка. Бетоновозка, вот смотрите, несется. Бетон даже. Ну и вот этот дом. Алмаз. Кредит Сберсервис. Такой вот домик. Так, давайте мы участим быстрым наш темп ходьбы, потому что у нас стоять нельзя на улице. Так сказать, постоять замерзнешь, просто окочуришься. И все. Здесь с этой стороны дом культуры. Сейчас это дом дружбы народов. Вон подсветочка там какая у него прикольная. Подсветили. И мы сейчас вот через этот
перекресток, вон туда он. Сиганем. Переход. Улица Дзержинского. Улица Дзержинского. Так, ну вот ремикс, это алкомаркет. Туда можно зайти погреться, но я не буду заходить. Лучше в этот дом зайду. О, могу показать вам еще наши красоты якутские. Она что, моргает, что ли? Мне показалось. Мне показалось. Вот эта улица с левой стороны это улица Дзержинского, а справа это Пояркова. А вот эта вот улица, я в прошлый раз что-то снимал, Богатырева, короче. Так, люди интенсивно, все бегают. Ну, еще как бы к Новому году еще не готовятся. У нас рановато. Где-то со второй половины уже декабря начинают интенсивные подготовки к новогодним вот этим мероприятиям. Закупка продуктов. Елки покупают. Пока еще такая обычная зимняя. Давайте зайдем. Вот этот дом быта. У него тут столько входов понаделали. Ну, говорит, торговый центр, тут всякие разные магазины. Тут даже и парикмахерская есть, короче. Большое заведение, большой дом. Когда-то здесь потому что тут что-то шили, подшивали, манты, обувь. Сейчас стало магазин. Ну, по-моему, здесь храм, жертвенный храм. Пожалуйста, можно пожертвовать. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь можно туда идти. Туда пойдем. Ну, жирок продают. В частности, всякого губ тигра. 21,22. Ну, а для вас, вот смотрите, классные батареи. Вообще шикарно, смотрите. Можно отпечатку положить сюда, ее, чтобы это самое на морозе не холодно было ходить. Так, всем привет. Из-за холода виснет тигр. Да? Алмаз, класс. Да. Я мимо проходил недавно по этой улице. Да, снег. Лука Маринкович. Флаг России. Якутск самый холодный в России. Да, точно. Самый холодный Якутск. Сейчас еще пока морозов нету, но уже под минус 7. Все привет. Из-за холода виснет техника. Да, она у меня просто вырубится. Вот я сейчас если пойду, я не выходил бы никуда, она просто зависла. Так можно, смотрите, шикарные. Они все горячие. То есть если зимой вы замерзли, сюда заходите, встали, постояли, прогрелись. Одежду прогрелись. Ой, сейчас закрывают. Здесь вообще проход закрыт. Здесь все закрыто. Люди уходят по домам. Не буду подниматься. Все ушли в основном. Видишь, так что мы с вами тоже отсюда увидим. То телефон чуть погрелся. Здесь еще продают. Еще работают китайские всякие штуковины. А это для этого. Бусины всякие для рукоделия. Там здесь торгуют. Зеркальный такой. Зеркальная комната. Не курить, не выход. Идем с вами на выход. А где тут выход? Там еще можно, в принципе, вот сюда вот пройти, подняться.
Тут и лифт есть. Тут целых 5 этажей. Фитнес-клуб на 5-м этаже. И все магазины такие. Или можно пешочком вот по этой лестнице туда наверх 5 этажей. Мы не будем, конечно, сюда забираться. Сейчас уже выйдем. Сейчас уже выйдем. Многие тут закрываются. Меховое ателье, а вот еще осталось. Меховое ателье, то есть вы шубу можете сюда. Ваши аукционный выход. Вот здесь можно выйти. Так, почитать, да пойти. Сколько температура в мае в Якутске? В мае? Ну, уже тепло. И, наверное, сколько? Ну, в начале мая градусов 15, 10, наверное, да? Уже тает все, а к концу мая уже лето. Лето у нас уже в конце мая, то есть 25 быть градусов. Ага. Так, давайте проходим. Оп, черный выход. Пройдем здесь, нет? Где можно пройти? Что-то, по-моему, машина заезжает какая-то, проезжает. Тут у них ограда типа своя. Упс. Там проход-то закрытый. Открытый, можно пройти. Ага, нормально. Это у них дворик такой у дома был. Я раньше постоянно через него заходил, ходил. Лень обходил. Так. Вот там улица Богатырева. Шлагбаум. Мне надо будет нагнуться, да? Нагнуться. Да. Так вот все позакрывали. Все позакрывали. Кондитерская, смотрите, кондитерская, пожалуйста. Как же холодает, в Якутске холодает. Остановочка, вот люди, пожалуйста, выходят с детьми. Видать, с садика, со школы. Все у нас очно учатся, да? Открыто. Говорят, вот эта корона, она типа уходит потихоньку. Потихоньку уходит. Здесь вот офис. Пожалуйста, можно зайти. Здесь пункт выдачи Вильберис. Вот Вильберис, кто знает, интернет-магазин большой. Ага, птичка. Здесь вот мост. Через тут озеро, что ли, называется она. И улица Губина. Здесь тоже вот эти все новостройки, вот эти вот, смотрите, вот. Это буквально года 2 назад построили вот этот здоровенный дом. Что у нас на горизонте. Так. Видите, снежок падает. Машины, так вот они все заснежены. Зарядка 20%. Ё-моё. Короче, ну давайте я вот до туда дойду и потом прекращу. Потому что у меня телефон, я чувствую, разряжается и пропадает. Здесь панда и журавль, это ресторан. А здесь вот такое озеро, ну сейчас оно замерзшее, естественно. Сейчас оно замерзшее. О, ребенок, смотрите, ребятенок, туда прямо снег, вон они веселятся, дети, смотрите. Вот так вот. Минус 30, а им нипочем. В снегу. Мала у них. Можно даже вот посюда пройти. Поэтому по озеру уже ходят. Замерзло озеро уже. Вот. Пройду, что ли. Да, мы тоже бесились так в снегу, когда зима была, я помню. Придешь, а отовсюду у тебя этот снег вылазит. И, короче, везде из-за шивора там, и везде этот снег, и в рукавичках,
Все в снегу было. Да, вот такой узор здесь. Светодиодный. Ой, бегают дети. Со школы ведут. Да. Ну, у нас они такие детишки морозоустойчивые, потому что даже в минус 50 они вот с горок катаются, с горок. Представляете, там горки вот сделают на площадях. И они придут и будут как мину отгрохали на вечной мерзлоте. Это сколько этажей? А здесь вот какой-то дискаунтер народный. Называется дискаунтер. По идее, там цены должны быть ниже. Должны быть цены. Куда зашел, там цены, по-моему, ничуть не ниже. Как везде, даже вот дороже. Зачем такие названия придумывают? Так, вот эта улица Богатырева вот отсюда идет, да? Оп, вот так вот. Туда, на площадь Победы. А это улица Губина. Володи Губина. Который вот на этом озере, вот это озеро, да? Он спасал людей, а сам утонул. Сам он утонул, и Губина в честь него названа. Володи Губина. Там даже где-то вот там дальше памятник ему есть. Бюст. Так, ну ладно, вот идем мы в сторону рабочего рынка. Так, снег падает в улице. Да, красиво, красивое озеро. Я люблю Россию, я люблю Якутск. Спасибо, Лука. Маринкович. Ага, спасибо. Красиво, да, у нас красиво. Начинается, снежок выпадет, и все такое классное делается. Блестит, сверкает. И, конечно. То есть, вот кто хочет Новый год, пожалуйста, встретить. У кого нету, можно приехать в Якутск. Здесь, ну, это единственная проблема, вот эта пандемия, да, сейчас как бы, да, все эти дороги закрыты, сложности. Кстати, сейчас, по-моему, даже скидки на авиаперелеты идут. Ну, по крайней мере, я слышал, да, вот ноябрь месяц, декабрь, часть декабря, ну, по-моему, новогодний там у них там авиаторы устанавливают. Так. Красивые. Да, сколько стоит карт Москва? Билет Москва-Якутск стоит сколько? Короче, от 20 тысяч рублей где-то. Ну, сейчас говорят, что скидки. То есть 20 тысяч рублей, это народу мало ездит, и скидки на авиабилеты на 30-40% дороже. Короче, у нас можно улететь с Якутска, сейчас вам не совру, где-то за 1000 в Якутск, из Якутска 1000 минимум 15, вот так вот авиабилет стоит, чтобы не лететь вот в настоящее время. Кстати, если у нас же существует, но это только для жителей Дальнего Востока, такая как бы акция, субсидируемые билеты. То есть сейчас для всех категорий граждан она стала возможным, кто имеет прописку на Дальнем Востоке. То есть если вы в Якутске, в частности, или в поселках якутских, значит, или в других, значит, местах Дальнего Востока, вы можете, значит, субсидировать, а он, субсидированный билет где-то стоит 10 тысяч рублей, ну, с учетом этих всяких там комиссионных сборов, ну, за 10, за 8 там детские даже дешевле выгуливают, пожалуйста. Вот тоже дом построили, вот этот вот, недавно совсем, вот красавчик. Короче, субсидируемые билеты, но для молодежи, то есть это до 21 года у нас субсидируемый билет для молодежи, включая 21 год. И потом для билеты для пожилых старше 60 лет, пенсионеров, соответственно, тоже субсидируют. То есть они могут тоже
летать вот по таким ценам до Москвы. Билет, перелет, по-моему, 8-9 тысяч. Но с учетом там и комиссионного сбора еще 1000 рублей добавляется. Когда вы покупаете в авиакассе, авиакасса же не бесплатно вам, это неплохо, да? То есть если вы... Ой, здесь шиномонтаж. Прохудилось, пожалуйста. Можете шину поменять здесь на морозе, в любой мороз здесь вам демонтируют, колесо монтируют, все, и вы беды не будет. А то если она замерзнет, все уже. Ее только оттаивать, потому что электроника на морозе замерзнет, там минус 50. Все, она уже не заведется. Ну как электроника замерзла, как вы включите его, если она замерзла у вас. Поэтому такие нюансы. Машины, которые на аккумуляторах, не тут, короче, это дохлый номер. Можно с ней куда-нибудь, там она замерзнет, и все, вы только погрузчиком ее оттранспортируете. Потому что подзарядок тоже никаких нету, соответственно, у нас для этих телефонов, для машин этих электрических на аккумуляторах типа Тесла. Так, что-то тут транспорт со всех сторон жужжит. Сейчас мы вот в этот погреемся. У меня уже руку подморозило, палец. Телефон пока еще не подох. Так что стрим может вот в любой момент прекратиться. Или я его прекращу. Здесь у нас ресторан грузинской кухни. В барашек вот можно зайти. Кто любит стиль грузинской кухни, там, понимаете, шашлык, башлык. Вот это всякие разные штуковины. Грузинская кухня. Ресторан 2 этажа. А здесь супермаркет 3 семерки. Выгодные покупки. Когда-то здесь был какой-то игровой дом, но его у нас игровые дома поживали. И сейчас вот круглосуточные 24 часа. О, смотрите. Надеюсь, у меня не зависит. Можно играть вот этого однорукого бандита, или как он называется. Игрушки вытаскивать. Что-то непонятное. Так. Фрукты посмотрим, почем. Так. Брокколи 350. Так, помидор почем. Так, чуть чеснок. Так, слива 200 рублей. Маракуйя 200 рублей. 120. 120 картошка. Ну, тут чуть дешевле, 70 рублей. Лук 60. Лук красный 120. Капуста 55. Капуста красная 100 рублей. Яблоки по 200 рублей. Лимон штуку по 50 рублей. Мандарин 180. 50, 190. Груши турецкие 250 рублей. Здрасте. Вишки узбекские 1000 рублей килограмм. Щелкали. 1000 рублей килограмм у нас грецкие. Где-то они. Супермаркет. Ладно. Наверное, я сейчас выйду на улицу и буду прощаться с вами. Так, как выйти-то? Как отсюда выползти? Выпустите меня отсюда. Выходим, и тут барашек, ресторан с грузинской кухней. Что пишет? Тима, береги руки, пока дела ждут. Всегда удачи. Ага, спасибо. Коренной крымчанин, спасибо. В районе аэропорта пройдись, пожалуйста, как-нибудь по Можайского. Но я там снимал, у меня есть видео, ага. Город летом, пыль, гарь, мошка и комары, страшные трубы, поверх всего город зимой морозяка. Ну, как кому, да. Кто-то в этом видит определенные удовольствия,
от мороза, да? И, конечно, таких мало людей, но есть. Так, прочитаем еще. Так. Мой дедушка был в России, мой дедушка был в Байкальское озеро. У меня 2% уже. Все, короче, стрим кончаю, ага. Комментарии не прочитал на этой ноте. Все, всем пока, до свидания. Аккумулятор разрядился, завершаю стрим.